Времена Великой Отечественной войны с каждым годом становятся все более отдаленными, но все же навсегда останутся в памяти народов, давших отпор фашистской Германии. Ингушетия, входившая в те годы в состав Чечено-Ингушской АССР, отдала той войне и победе все, что смогла, потому память ингушского народа о тех событиях сохранится навсегда, вне зависимости от количества прошедших лет. Вклад Ингушетии в победу был поистине велик, ведь республика и в советские годы была крайне невелика и по размеру, и по количеству населения. Это не помешало ингушам отправляться на войну для защиты от врагов не только всего мира и страны, но и в первую очередь своей республики, своих домов и семей. Официальные данные говорят, что в первые дни Великой Отечественной с территории Ингушетии воевать отправились около 10% населения. Всего же за годы мобилизации с 41 по 43, когда призыв закончился из-за депортации, на поля фронтов той войны ушли более 60 тысяч человек. Это колоссальная цифра и статистически самое большое процентное соотношение по сравнению с другими советскими республиками. Огромное количество сынов и дочерей Ингушетии с войны не вернулись. Их имена навсегда останутся в памяти всего народа и потомков, ведь ингуши и ингушки принимали участие во всех ключевых событиях Великой Отечественной войны. Ингуши сражались в Ленинграде, Бресте, Сталинграде, Курске, Москве, Берлине и, конечно, в Малгобеке, городе, который стал полем одного из крупнейших сражений Кавказского фронта в 1942 году. Именно тогда горцы показали не только истинный характер, но и помогли отбросить немецкое наступление, разрушив планы Гитлера о захвате одного из самых ценных ресурсов – нефти. Ингуши служили во времена войны во всех войсках. Были и летчики, и артиллеристы, и танкисты, и пехотинцы, и разведчики, и врачи, и партизаны. Не остались в стороне и те жители республики, что по тем или иным причинам не смогли отправиться на фронт. Ингушетия вкладывала в победу не только человеческий ресурс, но и огромное количество продовольствия, которое выращивалось на полях, начиная от злаков, овощей и фруктов, заканчивая скотом и продуктами скотоводства в виде шерсти и кожи. Так колхозы одного пригородного района сдали около 2500 центнеров картофеля, более 500 голов крупного рогатого скота. Колхозы Сунжинского района сдали 1000 центнеров подсолнечника, более 4000 центнеров пшеницы, 1500 голов овец и крупного рогатого скота. По статистическим данным, в 1941-1942 годах Чечено-Ингушская АССР отправила на фронт коллективных посылок на сумму более 800 тысяч советских рублей и около 2500 индивидуальных подарков на 760 тысяч рублей. Из Ингушетии на фронт поставлялось авиационное топливо, горюче-смазочные материалы, обмундирование для солдат. Помогали жители республики фронту и деньгами, сдавая в фонд обороны однодневные заработки. Кроме того, на территории Чечено-Ингушской АССР размещались заводы по изготовлению оружия и по ремонту военной техники. Также ингуши размещали раненых на территории организованных военных госпиталей. Сегодня в республике Великую Отечественную войну помнят благодаря множеству мемориалов и памятников, благодаря памятным табличкам на зданиях, прославленным именам героев. С каждым годом людей, бывших свидетелями войны, остается все меньше. По последним данным, на территории Ингушетии проживают 4 ветеранов Великой Отечественной, 180 вдов ветеранов и 7 семей погибших участников войны. Один город Ингушетии удостоился звания города воинской славы – Малгобек. Давайте же помнить героев. Вечная слава ингушам, участникам Второй мировой войны.